эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте, и вот о чем расскажем вам сегодня. В Якутии продолжают следить за прохождением ледохода и паводковой ситуации. В Намском районе к мониторингу подключили беспилотный комплекс. В кругу своих в Якутске стартовала акция по трудоустройству участников специальной военной операции и членов их семей. От студента к защитнику первый поток военно-патриотических сборов успешно завершен. В Ленске с успехом прошел конкурс «Выставка юных предпринимателей». Это итог работы в неурочной деятельности педагогов и учеников. Акция «Ночь музеев» объединила всю страну. В Москве мероприятия прошли в Государственном музее спорта. В Якутии сделали большую ставку на речные маршруты. В этом году объем субсидий на пассажирские перевозки водным транспортом вырос вдвое, до 79 миллионов рублей, чтобы жители отдаленных районов могли добираться до работы, учебы и родных без лишних затрат. Для многих улусов река в навигацию единственная дорога, и теперь на субсидированных скоростных линиях по маршрутам Якутск-Алекминск, Якутск-Сангар, Ленск-Алекминск и другим билеты станут доступнее. Перевозки на этих судах с этого года доверили ПАО «ЛОР». По Госкомцен утвердил предельные тарифы с ростом на 15%. Запуск же главной паромной переправы региона по маршруту Якутск-Нижний Бестях ожидается в начале следующей недели. 24 мая запланированы пробные рейсы с использованием 2-3 паромов. При благоприятной гидрологической обстановке на Лени и готовности причальной инфраструктуры перевозки будут осуществляться в полном объеме с 26 числа. Для повышения комфорта граждан и сокращения времени ожидания на подходах к переправе увеличено количество полос на накопительных площадках. Со стороны Якутска добавлено 2 полосы, со стороны Нижнего Бестяха 3. Это позволит значительно увеличить емкость для скопления транспорта и уменьшить очередность. Также в республике продолжают следить за прохождением ледохода и паводковой ситуации. В Намском районе к мониторингу подключили беспилотный комплекс. Как современные технологии помогают контролировать большую воду, знает Петр Васильев. Внимание! Вот! Орлан-10 – один из самых автономных дронов, которые сегодня используют сотрудники МЧС. Аппарат способен находиться в воздухе до 10-16 часов, вести фото и видеосъемку в режиме реального времени и обследовать десятки километров береговой линии, даже в труднодоступной местности. К нам на вооружение он поступил в 2024 году. В 2024 году всего 3 комплекса поступило на вооружение МЧС России. Из них один у нас, второй в Амурской области и третий в Красноярском крае. Он на бензиновом двигателе, на 5 литрах бензина, топлива. На заправке он может до 8 часов непрерывно работать. При этом он может от станции управления на базе КАМАЗа с него на радиусе 120 километров в онлайн транслировать видео, фото с борта. К слову, в самом КАМАЗе оборудована целая мобильная лаборатория. Станция операторов, сервера обработки данных, системы связи и антенны для приема сигнала с беспилотника. Именно отсюда специалисты в режиме реального времени отслеживают движение ледохода, состояние береговой линии и возможные заторы на реке. Полученные данные помогают оперативно принимать решения от предупреждения жителей до переброски дополнительных сил спасателей в потенциально опасные районы. Сейчас летим в сторону Тумула. До Тумула 8 километров осталось. Высота 300. Сейчас будем дальше набирать высоту потихоньку. Здесь показывается у нас скорость беспилотника. Это у нас по GPS 52 километра в час он летит. Это воздушная скорость. Это означает то, что воздушная скорость больше, чем GPS-ная. Это означает то, что он против ветра сейчас летит. Между тем, в Намском районе сохраняется напряженная ситуация с половодьем. Подтоплены дворовые территории в 4 селах. Для ряда школ организовали дистанционное обучение. Более 70 жителей села Партизан эвакуированы из-за угрозы подтопления. Спасатели ведомства и региональной службы спасения продолжают берегоукрепительные работы, оказывают адресную помощь населению. Для оценки ущерба от весеннего половодья работают комиссии.
Между тем, уже в ближайшие дни прогнозируют вскрытие северных рек. Круглосуточный мониторинг прохождения паводка продолжается. Петр Васильев, Нюргена Романова, Иннокентий Кривошапкин, Намский район. Строительство Ленского моста вступает в сложнейший технологический этап. Началась подготовка к масштабной речной операции по выводу в русло реки Первого стального кофердама для устройства фундамента опоры вантовой части перехода. Для установки конструкции на глубину до 8 метров ниже дна реки ведутся дноуглубительные работы. Всего в речной операции планируют привлечь около 20 единиц буксирно-баржевого флота. На площадке создана вся необходимая инфраструктура, возведена первая опора левобережной эстакады, изготовлено 208 свай из 920 проектных. Полностью завершена сборка 2 из 3 кофердамов. На автодороге Мухтуя заработал передвижной пункт весового контроля. Временные ограничения по осевым нагрузкам транспортных средств действуют с 21 мая по 19 июня. Допустимые нагрузки на ось составляют на одну 5 тонн, на двухосную тележку 4 тонны, на трехосную тележку и более 4 тонны. Временные ограничения движения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, животных, топлива и товаров первой необходимости. В Якутии продолжается реализация программы газификации. В Ленском, Алекминском и Нерюнгринском районах вводятся в эксплуатацию новые газораспределительные станции. Их работу обеспечивает компания «Газпром Трансгаз Томск». Как газ силы Сибири меняет жизнь северных территорий, в сюжете далее. Якутские села постепенно уходят от печного отопления и дорогостоящего электрообогрева. В Ленском районе уже введена в эксплуатацию ГРС «Мурья». Газ придет в села Мурья, Батамай и Бичинча. Особенно актуальным вопрос газификации стал после аварии в Бичинче, когда из-за отключения электроэнергии в сильные морозы село осталось без тепла. Для нас это будет очень полезная вещь, так как мы все сидим в деревне на печном отоплении. Для нас это очень тяжело, так как дома щитовые, их нужно круглосуточно отапливать. А с газом нам было бы всем легче. Надежную эксплуатацию газораспределительных станций и производственных объектов обеспечивает «Газпром Трансгаз Томск». Для подключения населенных пунктов газовики применяют сложные инженерные решения. Среди них подводные переходы газопровода через реку Лену. Завершены основные этапы строительно-монтажных работ, выполнено подключение к магистральному газопроводу «Силы Сибири». Соответственно, получено разрешение на подачу газов в коммуникации для проведения комплекса испытаний систем и основного оборудования. В Алекминском районе планируют газифицировать более 10 населенных пунктов, включая отдаленные территории. Поселок Заречный расположен на противоположном берегу Лены, и сегодня доставка топлива туда зависит от сезонной переправы. Газификация должна сделать отопление дешевле, стабильнее и доступнее для жителей. Газификация открывает колоссальные перспективы для развития нашего района. Оно ощутимо скажется на повышении качества жителей с учетом транспортной доступности, сложной логистики нашего района. Переоценить предстоящую газификацию практически невозможно. Газопровод проложен через несколько сел, в том числе через Улахан-Мункунский наслег. Местные жители ждали газ давно. Некоторые граждане отапливают свои жилые дома дровами, кто-то отапливается электроотоплением. Конечно же, это дорогостоящее удовольствие. А когда сейчас придет газ в село, будет значительно легче. В Нерюнгринском районе первым газифицируют село Иенгра, где проживают эвенки, представители КМНС. Газ поможет снизить расходы на отопление и улучшить экологическую обстановку. Обеспечение экологически чистым топливом жителей и инфраструктуры села Иенгра является одним из приоритетных вопросов и задач ООО «Газпром Трансгаз Томск». В настоящее время завершается этап строительно-монтажных работ, ведутся пусконаладочные работы. Всего в рамках программы планируется подключить к газу более 2000 домов, включая заречные села. Доступное экологичное топливо создает условия для развития социальной и бизнес-среды. «Газпром Трансгаз Томск» продолжает обеспечивать надежную эксплуатацию газораспределительных станций и других производственных объектов республики. Отопительный сезон завершат в Якутске 25 мая. В деревянном жилье, муниципальных детских садах, школах, поликлиниках и стационарных учреждениях здравоохранения отопление отключат до 1 июня.
По всей Якутии стартовала ежегодная акция по трудоустройству участников СВО и членов их семей в кругу своих. Здесь ветераны и бойцы с инвалидностью могут ознакомиться с широким спектром вакансий от ведущих предприятий и организаций региона. После окончания военной службы участникам СВО важно вернуться в русло обычной гражданской жизни, начиная с трудоустройства. Так, ранее работавший учителем физкультуры Петр Михайлов в прошлом году вернулся с зоны проведения спецоперации и намерен сейчас найти работу на вахте. Я хотел поучиться на погрузчика и хотел пойти работать вахтовым методом на погрузчика. И как раз вот компания требуется погрузчик, и они позвали, и собеседование быстрее прошли. В Якутске на акции были представлены более сотни вакансий от 25 предприятий и организаций. Участники могли получить консультации от специалистов горнодобывающих, снабжающих, транспортных предприятий и образовательных организаций в рамках собеседования. Участники специальной военной операции могут уже в таком узком кругу подойти к работодателям, спросить все волнующие вопросы и получить на них полные ответы. Если у человека, например, есть затруднения, какие-либо специалисты центров занятости дадут полную консультацию, ответят на все вопросы, помогут составить резюме. Кроме того, участники СВО и члены их семей могли узнать о мерах поддержки и прохождения переквалификации. Только в этом году на переобучение подали заявки 109 человек. После обучения в обязательном порядке они по гарантированному должны трудоустроиться. Поэтому заранее мы уже в таких мероприятиях, как сегодня, акции в кругу своих, либо гарантированное собеседование, открытые отборы, либо когда мы с работодателями договариваемся, тут же заключается договор и на профессиональное обучение с последующим трудоустройством. Мероприятия по помощи трудоустройству проходят по всему региону. Всего же с начала проведения спецоперации трудоустройства прошли порядка 350 бойцов и ветеранов и около 500 членов их семей. Это очень хороший показатель для ребят, которые приходят со специальной военной операции. Конечно же, очень важно быть занятым для того, чтобы боец нормально и влился в гражданскую жизнь. Подобные акции и ярмарки трудоустройства проходят каждые пару месяцев. Они помогают оперативно оказывать поддержку участникам СВО и решать вопросы переквалификации и трудоустройства в одном месте. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Военно-патриотические сборы как подготовка к армии. На площади Победы прошло общее построение курсантов общеразвивающей программы. Если студенты первого потока уже получили сертификаты об обучении, то ребятам второго и третьего сезона только предстоит приступить к изучению программы. Вероника Таюрская расскажет подробнее. Главной целью военно-патриотических сборов является обучение юношей 16-17 лет военному делу. В рамках общеразвивающей программы школьникам и студентам среднего профобразования предстоит освоить огневую, тактическую и инженерную подготовку, а также узнать основы тактической медицины и радиосвязи и научиться управлять беспилотными летательными аппаратами. На это дается 35 академических часов. Эти военные сборы, они проводятся каждой школе, соответственно, каждый год, но именно центром войн мы проводим по соглашению со школами свои сборы с привлечением наших инструкторов на своей материальной базе. И получаются сборы, скажем так, по нашей отдельной программе, не такие, как традиционно проводятся учителями отдельно в каждой школе. Пока первый поток обучения завершили студенты коммунально-строительного техникума, педагогического колледжа имени Гоголева и СУНС СВФУ. Во втором и третьем сезоне программы «Основы военного дела» будут изучать курсанты из технологического техникума сервиса, автодорожного Намского техникумов и педагогического колледжа, а также университетского лицея СВФУ. Мы проводим открытие военно-патриотических сборов среди студентов и школьников. Нацелено на то, чтобы ребята уже понимали, из чего, что из себя представляет военная служба. Многие из них пойдут служить на срочную службу. Ну и, конечно же, мы со своими инструкторами и
методистами тоже разговаривали. И, конечно же, наша цель, чтобы ребята научились и брали из армейской службы только лучшее. Вот, научились работать в команде, научились выполнять какие-то сложные приказы. За победу в первых всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь воина» высшая ступень отличия курсант-гвардеец была присуждена студентам центра. Мы вот сегодня получаем звание сержанта-гвардейца. Это высшая степень звания воина. Мы выиграли всероссийские соревнования «Путь воина». Это отборочные происходили в городе Волгоград. И финал был здесь, в Якутске. И мы стали победителями. С начала программы обучения прошли более 1100 студентов из 17 образовательных учреждений Якутии. Из них 519 человек прошли сборы в апреле и в мае. Сборы проводятся по поручению главы Якутии Айсена Николаева и в рамках патриотического воспитания молодежи. Вероника Тырская, Иван Сорокаумов, Якутск. В Ленском районе начался сезон клещей. Первый укус зафиксировали 9 мая. За 3 недели активности в больницу обратились 18 человек, из них 3 дети. Большинство случаев произошло на дачных участках и в личных огородах, остальные во время отдыха на природе. Из 18 обратившихся только 4 были привиты, 9 человек не имели прививок, но после укуса получили иммуноглобулин. 17 клещей, снятых с пострадавших, уже направлены в лабораторию для исследования на наличие возбудителей. По всей республике на сегодняшний день насчитывается 650 диализных больных. Цифра растет за счет вторичных специфических поражений обеих почек, то есть осложнений после диабета. Поэтому в 2024 году в Якутске был открыт диализный центр «Ренодиал». Здесь в неделю 3 раза 73 пациентам с помощью искусственного аппарата ведется сбор избытка воды и токсинов из крови. Также врачи лечат анемию и гипертоническую болезнь. Все медуслуги в «Ренодиал-центре» бесплатные. 73 пациента у нас получают гемодиализ, гемодиафильтрацию. Они получают 3 раза в неделю. У нас 2 смены: понедельник, среда, пятница и вторник, четверг, суббота. 1-я, 2-я, 3-я смена. Жизнеспасающая процедура. Если они не получают гемодиализ, они могут уже ухудшиться состояние у них может. Лекарственные препараты тоже все по ОМС выдаются. Лечим анемию, гипертонию, и все сопутствующие заболевания у наших пациентов. В экспериментальной школе «Арктика» города Нерюнгри царит атмосфера праздника, окутанная духом северных традиций. Ученики и педагоги отметили одно из самых значимых событий – национальный праздник Курикит, который стал торжественным завершением насыщенного учебного года. Под звуки гимнов Российской Федерации и Республики Саха-Якутия проходит парад учащихся и педагогов школы «Арктика». На торжественной линейке школьники, приехавшие из разных районов республики, а также представители Амурской области, Забайкальского края, Красноярского края и Хабаровска. Для нас этот праздник – это непростой праздник, это праздник подведения итогов нашего учебного года, это праздник, опять же, встреча Нового года. Урикит, как вы уже слышали, это стойбище. И раньше наши предки всегда собирались вместе, после долгой холодной зимы, собирались, соревновались, пели свои национальные танцы, водили. После парада традиционные обряды – очищение, привязывание ленты, кормление огня и приобщение к родовому огню. Своего рода посвящение новых учеников. Далее конкурс запевал круговых танцев. Кекучен, кекуден, кекукер, кекукер, телени укченеден, кекукер, кекукер, дюгани эметтен. Урикит – это не просто праздник, это живая нить, связывающая нас с культурой предков. И в этой школе все направлено на то, чтобы каждый ученик чувствовал гордость за свои корни, чтобы знания о наследии передавались из поколения в поколение. Я узнал про школу «Арктика» от односельчан, потому что у нас давно отправляют сюда учеников, правда мало. И загорелся этим и решил приехать сюда, потому что здесь учатся дети КМНС не только с Якутии, но и с других регионов. И здесь мы общаемся с друг другом на родном языке. Каждый год праздник отражает стремление школы сохранить и приумножить самобытную культуру малочисленных народов Севера, интегрируя ее в образовательный процесс. Здесь одновременно и профильные классы изучаются, и родной язык хорошо преподается, и очень хорошо пропагандируется. Получается, учителя здесь очень хорошие и очень добрые люди. Они прям
прям отзывчивые в этом плане. Программу дня продолжили национальные игры с маутом. Традиционное соревнование «Таежная тропа». Все это надолго останется в памяти учеников и педагогов как символ единства, успехов и приверженности своим корням. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Ленске с успехом прошел конкурс «Выставка юных предпринимателей». Мероприятие стало итогом работы внеурочной деятельности педагогов и учеников. На прилавках юных предпринимателей можно было увидеть разнообразную продукцию. Оказывается, у молодежи есть большой творческий потенциал. Все, что сегодня представлено на прилавках юных предпринимателей, выполнено исключительно их руками. В течение всего года участники конкурса посещали творческие кружки, занимались внеурочной деятельностью с педагогами. Итогом их труда стали сотни работ, представленных на конкурсе. Мы готовились к этому мероприятию достаточно долго. И, конечно же, они составляли свои бизнес-планы, проекты, изготавливали и готовили продукцию. Поэтому я думаю, что мероприятие прошло на ура, и дети останутся довольны, а также их руководители и родители. Защищают они достаточно хорошо, потому что они знают, они делали это сами. Вязаные игрушки, восковые свечи, ручной работы, картины, магниты. И это далеко не весь перечень представленной продукции. Тут же огромное количество дамских украшений на любой вкус, даже самый изысканный. Их девчонки изготавливают во время внеурочной деятельности с художником и руководителем студии «Кастом». У меня есть крабики с якутскими орнаментами, резиночки для детей и не только. Есть брошки и брелочки. Был представлен большой выбор изделий из дерева. Их презентовали воспитанники кружка у папы Карла. Делаем изделия из фанеры, древесины. Еще у нас есть брелки, подставка под горячее, подставка под телефон, игрушечные ножи, топоры. Я делал нож, получается, игрушечный, обрабатывал его. Были на ярмарке и калифорнийские черви. Их выведением занимаются ученики первой школы. Червями и рассадой. Мы выращиваем это все в нашей оранжерее в подвале. Также ребята специально для конкурса приготовили новый продукт – вермичай. И его презентовали весьма впечатляющим. Жидкий биогумус. Для его приготовления берется вода, стоявшая 3 дня, либо она из-под дождя, либо из-под снега. С биогумусом смешивается. До добавления сахара перемешивается очень тщательно. Молекула остается 1 день, и он готов для рассады, чтобы она выросла. Вот все это у нас благодаря вермичаю выросло за 2 недели. Ленчане с удовольствием приобретали продукцию юных предпринимателей. Сегодня вот на ярмарку все смотрю, дети все хорошо так делают, оказывается, умелые руки золотые. Вот я купила специально очищение дома. Вот я это куплю. Тут можно все ценности сохранить, положить. Пусть часто проводят такие мероприятия. Молодцы дети. Участники остались довольны итогом конкурса. Им удалось не только показать свои творческие способности, но и получить финансовое вознаграждение. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Аллею единства посадили в Якутске. Ученики школы номер 30 с учащимися из Бурятии вместе засадили двор саженцами молодых деревьев. Группа ребят из Кяхтинского района Бурятии посетила школу в рамках всероссийского проекта «Дружба классами». Так, в прошлом году ученики 8 Д-класса также побывали в Бурятии. Мероприятие прошло в рамках школьного проекта «Марафон культур народов России», благодаря которому дети узнают о традициях и истории разных народов страны. Первое дерево в аллее посадили министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, депутат Якутской городской думы Саргалана Васильева и директор школы Ирина Бурцева. Видим то, что ребятам все нравится, знакомимся, обмениваемся культурой и надеемся, что вот такой проект будет расширяться и не только с Бурятией будет, но и с другими регионами. Пока все показывает себя очень хорошо. Призываю другие школы, другие образовательные учреждения тоже участвовать в этом проекте и, конечно же, стараться, чтобы вот детям, нашим студентам и детям было интересно, ну и из других регионов тоже. Акция «Ночь музеев» объединила всю страну. В Москве мероприятия прошли в Государственном музее спорта. Одной из самых зрелищных площадок вечера стал якутский масс-рестлинг. Гости не только знакомились с историей национального вида спорта, но и сами пробовали силы в перетягивании палки. Как это было в материале Айсены Бурнашовой. В этом году она проходит уже в 20-й раз. И темой акции стало самое сокровенное – родное.
На территории музея спорта развернулась большая спортплощадка. Экскурсии, выставки, мастер-классы и десятки интерактивных зон. Главной особенностью вечера стали необычные виды спорта, которые редко увидишь вместе. От фехтования и регби до бейсбола и масс-рестлинга. Масс-рестлинг вызвал у посетителей особый интерес. Многие впервые увидели якутский вид спорта и сразу решили испытать себя. Это очень такой хороший вид спорта, интересно. Если смотреть со стороны, то очень хочется попробовать прям. Показывали и объясняли правила молодые спортсмены, школьники и студенты, которые сегодня развивают масс-рестлинг в Москве. Среди них победитель первенства России Егор Миронов. На первенстве России в Чувашии, в Чебоксарах, я занял первое место в категории до 80 килограмм. Я очень, на самом деле, рад, что делать такие мероприятия. Людей рекомендую заниматься спортом, потому что спорт полезен для здоровья. Интерес к масс-рестлингу в музее растет с каждым годом. Экспозиция и мастер-классы по якутскому виду спорта уже стали одной из самых популярных частей программы. Мы знаем, что по отзывам всех наших посетителей и гостей, эта выставка, связанная с материалами, предметами, артефактами вашей федерации, оставила неизгладимое впечатление, где они могли попробовать не только руками, но и узнали очень много нового о виде спорта, таком как масс-рестлинг. Сегодня масс-рестлинг официально развивается в большинстве регионов России. По данным Минспорта страны, это самый популярный национальный вид спорта в России. Подтверждают это и цифры. 134 мастера спорта, 17 мастеров спорта международного класса и 4 заслуженных мастера спорта России. Айсана Бурнашова, Айтал Байтунов, Виктор Олесов. Москва. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.